Олимпийский 2026, отборный чемпионат Дальнего Востока. Мы сегодня отбираемся, готовимся и будем рвать Дальний Восток. Сегодня у нас более 150 участников. Это категория ветераны, дети, юниоры, взрослые мужчины, женщины. Ну, классно вообще. Атмосфера супер. Колодезникова Италина у нас здесь. Победа присуждается, да, Рыжковой Екатерине. Вот так вот мы и боремся. Тебя снять? Не надо. Ты первая? Да. Пресса. Сначала ставим локти, потом берем захват. Ага. Закрылись параллельно. Катя, пожалуйста, не убей меня. Ага. Я буду сопротивляться. Хорошо. Ну, немножко встали, на ножках походили. Вот так. Хоп. Просьба приготовиться. Захват взяли. Всем привет! Выступаю в весовой категории до 80 килограммов. Вот, подготовку прошел хорошую. Вот, ну, основная цель у меня отобраться на Сибирь, Дальнего Востока и на чемпионат России. В этом году планы такие. Тренируемся в спортивном клубе «Спортбаза». Также я являюсь тренером спортивного клуба. Тренируемся 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Прошли такой большой, скажем так, объем работы проделали, да. В общем, ну, готов на все 100%, да. Конечно, тяжело всегда выступать в абсолютно весовой категории, так как соотношение веса очень большое. Вот. Но буду пробовать. Еще раз повторюсь, основная цель у меня это на Дальний Восток, да, бороться. Но самое главное, чтобы все прошло без травм. Основные фавориты это из Мирного приехали. Очень сильные, крепкие ребята, да, все большие, свыше 100 килограмм. То есть, ну, будет как бы нелегко. Пожелаю всем заниматься спортом. Сейчас очень большая популяризация именно армрестлинга. Много детей, школьников выступает, много выступают студентов. Вот. Ну, старая школа тоже хорошо, активно подключилась. Ветераны, плюс инвалиды у нас. То есть, в принципе, такой небольшой охват у нас есть, около 150-200 человек. Считаю, это очень большой показатель. Вот. Заниматься спортом, любым видом спорта, потому что в наше время кто тренируется, тот достигает каких-то высот, целей в жизни и в спорте. Спорт – это дисциплина в первую очередь, ну и, конечно же, успех обязательно наступит. В принципе, по городу сейчас везде по клубам, кто тренирует, у нас тренировки проходят в спортивном клубе «Статика», в спортбазе, фитнес-клуб «Сталь», да, и, по-моему, еще открылся новый филиал «Фреш» называется. Там тоже, да, ребята тренируются, но вот, в принципе, 4 базы, где, ну, профессионалы своего дела, да, тренируют. Всем добро пожаловать в мир армрестлинга. У вас набор открыт. У меня набор открыт, да. Понедельник, среда, пятница в 3 часа дня. Салам, я из Кыргызстана. У нас сегодня 6 человек. Бакенов, Бауэр. Пока что все хорошо. Да, у меня есть. Меня зовут Гадрали Ферджан. Я участвую в армрестлинге, специально пришел. Вот. Все понравилось, все нормально. Спасибо, Якутск. Здравствуйте, меня зовут Ферджан. Я выступаю в весовой категории до 75 килограмм. На высшем уровне, все нравится нам. Всем спасибо организаторам, в том числе и оценщикам. Все отлично, настроение хорошее, все заряженные. Что еще сказать? Погода тоже классная в Иркутске. Аллаға
аяқ бұд, үйе бітірі. Мен директамыдан тоқын балайды олды. Алты әйттағы олды олды. Бәрін директамы. Сейім аттан бұл республика жені болды. Бұлырын бастағытын бұйым ұттан бәме келен кеседі. Директ бәм тұс бар, дұрғыйым тұс бар. Қайы хатығын директамы. Бәм директамы. Еселім маңнаттым. Қаны оқыды. Здравствуйте. Соревнования проходят очень хорошо. Сегодня у нас большой праздник спорта, чемпионат республики по армрестлингу. Впервые сделали категории юноши, 14-15 лет мальчики. Нашу команду фитнес-клуба «Сталь» представляет 12 человек в разных категориях, и по юношам, и по юниорам, и по ветеранам выступаю я, и по мужикам-профессионалам. Рассчитываем на хороший результат. Хотим этот год завершить на высокой ноте. Ну и чтобы все было без травм. Настраиваю своих, кто проиграл, мотивирую, чтобы руки не опускали, сопли не жевали, как говорится. Настраивались и без настроя, потому что никак. Цели в будущем — это развивать, конечно, армрестлинг. Молодежь, чтобы приходила, тренировалась, потому что сейчас этот вид спорта очень популярен. Это красивый, это мощный, это сильный вид спорта. И соревнований будет проходить очень много, как по студентам, как по школьникам. Ну, обычные пляжные турниры, также чемпионат республики. Ну и все остальное, конечно, как соревновательный календарный год у нас еще не вышел на 26-й. Но будем ждать. Вот в феврале месяце будет Кубок Стали. Кубок Стали, да, ежегодный юбилейный 5-й турнир. Будем к нему уже готовимся, уже заказали медали, уже заказали кубки, грамоты. После чемпионата республики начинаем готовиться на него. Так что всех ждем на этот турнир. И всем тем, кто только начал заниматься армрестлингом, добро пожаловать, укрепим связки, добавим физической силы, научим технике. Категории составлял лично я. Сделал также категорию юноши, это 14-15 лет. Категорию юниоры, это 16-18 лет. Любители добавили, вот на этой республике у нас любителей нет, а на Кубке Стали будут любители. Ну и, соответственно, профессионалы. В категорию профессионалы я на следующий год на Кубок Стали добавил категорию. У нас вот в этом году, в начале, когда был турнир, была абсолютная категория. А в этом году я сделал 4 категории и абсолютка. А где это будет проходить? Это будет проходить, мы будем решать, скорее всего, в Мадуне. Армрестлингга отамын бен кытытым син ратта анан менен жартаммаппын. Этергел столу крахтагилерге келен көрүбүт. Республика болдун. Республикага уже касталбын бастыбын. Соргор абсолютканы мелатчыбын. Антон Кеникити Рышкович Екатеринага рынокка тарбытым. Онна ветерандарга быйыл оңор бүттөрүчүгөй, но к сожалению, кихагаяк бай, анан баргытын кыргыттары, ветераннары, армрестлингге келен кыттын, наха чугай метеллэх, наха чугай курахтахи, чугай бай. Как вас зовут? Меня Ислам зовут. Я с Ингушетии. Я занимаюсь в Стали, тренер Салиога Валерий. Очень хорошо продвигает нас всех. Я выступаю в 65 килограмм, весовая категория 60. Я чемпион республики, действующий. Сегодня может быть еще. Удачи вам. Спасибо. Желаю всем спортсменам продвижения в жизни, здоровья, всего наилучшего. Кушки знаете? Конечно знаю. Далвёх и Галгаичи. А что это значит? Живи, Республика Ингушетия. В общей сложности у нас сегодня 180 участников, вот, с разных районов пути приехали, в том числе даже с Айхала, с Удачного, с Мирного, участь в Нейрунгри. Вот сегодня, поэтому классно. Я выпила с утра 3 чашечки кофе, да, нормально. Я проснулась в моменте, у меня 10 будильников, я проспала, короче, и проснулась от сообщения Антона даже. Я приехал. Антон бу саңа президент Антон Владимирович Кононович таллан билген үчүгөйдүк үлели хиддердиякпитин багарабыт лекибит онна инникитин бу армрестлинг федерацията сайдан сельские игры кирере боллар демет багасаналаакпыт. С Биринского района, поселок Айхал, 5 человек. Тренера Стекляников Игорь, он здесь, вот. Помаши. А сколько вы занимаетесь армрестлингом? Трудный вопрос. Скажу, давайте год. Да, понравилось, как организовали соревнования.
честно говоря, хороший уровень. Как бы не ожидал, но уровень прям огонь. Скажите, что мне говорят. Как вас зовут? Стеклянников Игорь Александрович. С поселка Айхал. Да, тренер, преподаватель. С моим участием мы приехали, 5 спортсменов от поселка Айхал. Красиво, хорошее судейство, все на высшем уровне у вас тут. Ну, я хочу пожелать самое главное, не пропускать тренировки, слушаться тренера и стараться трудиться. Ну, какие успехи? Закончилась категория ветеранов свыше 90 на левой первой, как я уже говорил до этого. Только что закончилась правая рука по ветеранам, на правой тоже первый. Я чемпион Республики Саха-Якутия, категория свыше 90 по ветеранам. Первый мой такой статус чемпиона по ветеранам. Сейчас еще пойду по мужикам, профессионалам категории до 100. На правой руке, на левой стал третий. Ну, я считаю, это результат ВО. Я на это и рассчитывал, что если я попадаю в призы, это хорошо, но еще пока полностью не попал, еще правая рука. Надеюсь, что мое задуманное, моя цель, она осуществится. Если это так будет вообще прям здорово. Мои пацаны, в общем, хорошо. Один по юниорам на левой третий. Сейчас посмотрим на правой, что будет. Категория до 85 на левой первый. Надеюсь, на правой не отдаст он свое преимущество. Ну, минимум, если станет даже второй, по весу пройдет первый. Но на это рассчитывать не надо. Остальных, их у меня много, 12 человек, не усмотрел, но по наслышкам один четвертый, второй тоже четвертый. Ну, надо постараться на правой так, чтобы залезть в призы. Там уже как карта ляжет, как говорится. По очкам, по весу будет все учитываться. Расслабляться просто некогда и нельзя. Становимся на правую руку. Так, не очень, но мы стараемся. Прошел наш чемпионат республики, долгожданный. Для нас, для рестлеров, чемпионат республики – это самое главное событие года, я считаю. И в целом это праздник для спортсменов. Я хочу поблагодарить Федерацию армрестлинга республики, Министерство физической культуры и спорта за такое проведенное масштабное мероприятие, Якутскую кадетскую школу-интернат во главе директора Алексея Александровича Корякина. Хочу поблагодарить те команды, которые приехали с районов, Вирнинский район и многие-многие другие из нашей республики, значит, приехали, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях, выявить сильнейшего республики. Я готовился на этот поединок именно на абсолютное первенство, потому что много раз уже становился абсолютным чемпионом. И как в абсолютной категории всегда очень тяжело бороться с тяжелыми, большими ребятами, профессионалами. Хочу поблагодарить свою команду, своих друзей, всех людей, которые за меня болели, поддерживали. Слава Богу, то, что сегодня этот кубок остался у меня и в целом в городе Якутске. Всем спасибо, всем удачи, занимайтесь спортом. Поединки в абсолютной весовой категории. Абсолютная весовая двойная направо. Это достойная победа. Поздравляем!